Республиканское общество инвалидов запустило новый проект «За жизнь без преград». Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов при передвижении к поликлиникам, магазинам, банкам, аптекам. Еженедельно мобильные группы будут проверять жизненно важные объекты на доступность. Что сподвигло людей с ограниченными возможностями к столь решительным действиям, выясняла Наталья Литкевич. Вот здание, в котором находится популярный магазин. Построено оно в центре столицы около года назад. К входу ведет пандус. Однако проехать по нему решится не каждый. Одно неверное движение, и потенциальный покупатель вполне может стать пациентом травмпункта. Мне тут страшно, я не поверю. Рядом на первом этаже общественная столовая. Попасть в нее человеку с ограниченными возможностями и вовсе нереально. Аналогичная ситуация в здании напротив. Услуги банка, стоматолога, нотариуса, юриста для человека в инвалидной коляске недоступны. Как и в расположенный с торца продуктовый магазин с высоким крыльцом и полным отсутствием пандуса. Через дорогу от торговой точки медучреждения, госпиталь ветеранов. Казалось бы, уж здесь-то должны учитывать нужды пациентов. Вот только как в коляске запрыгнуть вот на эту конструкцию? Александр Николаевич, начальник бригады рабочих, которые ремонтируют крыльцо, нас заверил. Новый удобный пандус для инвалидов будет. Как сделают, приходите завтра, послезавтра. Будет нормальный пандус, по которому человек может заехать, да? Конечно. Вот на коляске? Да. Хорошо, спасибо, зайду обязательно проверю. Однако и через 4 дня после нашей беседы с прорабом госпиталь ветеранов доступнее для инвалидов-колясочников не стал. Такая картина, по словам проверяющих, на каждом шагу. Доступной среды у нас нет в республике. С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться? С бордюрами на дорогах и с пандусами в доступности в магазин. Чтобы получить какую-то услугу, приходится просить людей. А ведь только в Сыктывкаре людей с ограниченными возможностями 24 тысячи человек. По республике цифра в 3 раза больше. Из-за недоступной среды многие попросту оторваны от реальной жизни. Для них мир ограничивается уже с собственного подъезда. Такого, как, например, в этой 9-этажке, с вполне типичным пандусом. Из такого дома без посторонней помощи не выйдешь. А добраться до поликлиники, места работы или учебы и вовсе сродни подвигу. Помочь могли бы социальные службы и социальное такси. Ведь такие сервисы успешно действуют в других регионах. Честно скажу, горько и обидно от того, что нас не слышит Министерство труда и социального развития. Мы делали одно из предложений – это создать службу сопровождения. Понимаете, ведь не всегда родственники могут помочь. И если создать эту службу или хотя бы внести ее в перечень социальных услуг, да, то мы бы уже могли часть вопросов решить. На сегодняшний день нам отказано в этом. И низкие бордюры, и удобные перила, и дополнительные вывески указателей, и служба сопровождения. Все это необходимо не только инвалидам. Пожилые люди, беременные женщины, больные после операции. Все они тоже сталкиваются со схожими проблемами и нуждаются в доступной среде. Наталья Литкевич, Вячеслав Беспалов, телеканал Юр.